Ну и вот сейчас вот где-нибудь вот здесь возле забора я как раз на тротуаре встану, и как раз их окна будут полностью мне видны, а они меня могут видеть. Дмитрий Савичев вот уже вторую неделю ходит на одиночный пикет как на работу. Благо есть возможность, сейчас у него законный отпуск. Таких как Дмитрий в группе активистов 7. По очереди, сменяя друг друга, с плакатами в руках они стоят около здания Кабинета министров, потом у офиса ГЖФ и Управления капитального строительства исполкома Казани. Требование одно – наконец-то достроить 3 соципотечных дома в Салават-Купере. Застройщик ПСО «Казань». Вот так все каждый день стоим. Демонстрируем свое недовольство и свое возмущение. Как говорится, уже не то что просим, уже даже требуем свое, потому что это уже полностью наше, законное. В арсенале митингующего 2 плаката с общими требованиями и персональный. Непосредственно для начальника УКСИРа Марата Рашитовича, вот, Самигуллина. Он является как раз начальником УКСИРа, который должен контролировать как сроки, так и качество. Но, по крайней мере, этого мы не видим, чтобы был какой-то контроль, потому что на данный момент мы знаем то, что дом уже не строится, это понятно, но то, что до сих пор долгое время стоит в закрытом состоянии и не вентилируется, то в доме пошла плесень. Дмитрий – будущий житель дома номер 11-1 в микрорайоне Салават-Купере. Сдавать его должны были еще в 2015-м. Потом сроки переносились дважды, последняя весна 2018 года. Степень готовности 85%. У соседнего 11-5 еще меньше, только 78%. Но пару недель назад ПСО «Казань» и вовсе заморозила стройку. Новая 182-я школа, точнее политехнический лицей, откроет свои двери уже 1 сентября. От проблемных домов 11-го квартала школу отделяет всего лишь несколько десятков метров. Люди новоселье еще не отметили, но уже определили своих детей в эту школу. Для того, чтобы не водить сюда детей из других районов Казани, люди вынуждены в Салават-Купере снимать квартиры. Учитывая, что в 3 домах около 1200 квартир, на всех съемного жилья в Салават-Купере явно не хватит. Пока народ с плакатами устраивал одиночные пикеты, в правительстве Татарстана решалась дальнейшая судьба долгостроев. В итоге было принято решение сменить подрядчика. Спасать соципотечников будут уже проверенные компании «Народный дом» и «Строитель плюс». Появляется уверенность в том, что все-таки эти 2 дома будут завершены и сданы до конца текущего года, где они хотят поставить свои елки и отпраздновать Новый год. 3-ю многоэтажку 11-3 будет все-таки сдавать ПСО «Казань». Сейчас в доме работает комиссия, и если все недочеты будут успешно устранены, новоселье стоит ждать в конце сентября, заверяют в Минстрое. Передавать-то передают, но, возможно, сроки передачи будут очень большие. Потому что до этого передавали 12 дома, там в районе 2 месяцев передача была. Мы верим, но нам важны еще и сроки, не только время. Мы хотим до Нового года уже заселиться, чтобы встретить Новый год в своей квартире. 7 лет уже ждали, сил больше нет. Соципотечники решили не дожидаться новоселья и 18 августа переехали в Салават-Купере, в палаточный городок. Плюса Мусатова палатку вместе с детьми разбила прямо под окнами своего дома. Вот наш подъезд, пожалуйста. Вот я смотрю на свои окна. Кухня, зал, детская. Наше аварийное жилье поменяли вот на новое аварийное жилье. Получается так. У Гульнары Гасимовой еще сотни аварийщиков с высокой горы. Другая проблема. В начале года их срочно переселили в соципотечный дом на Станционной 8. А по весне с таянием снега начали вылезать все огрехи строителей. Как зайти? Он с коляской, как она? Сейчас провалится сюда? Вот с коляской. А если ребенок упал? Да, дети бегают, очень страшно. Дом построили, а вот с благоустройством территории просто беда. Уличного освещения нет, спуск по лестнице от подъезда даже днем может закончиться травмой. А как спускаться женщинам с колясками, инвалидам и самым пожилым людям? Зимой постелили асфальт, и асфальт был примерно вот на этом расстоянии. Для маленьких жильцов соципотечного дома тоже никаких условий. На детской игровой площадке, как после бомбежки. Непонятные колдобины у нас здесь. Ребятки пытаются играть в песке, но, как видите, у нас как такового песка здесь нет. Поэтому они играют в земле, находят камни. Здесь у нас неровная поверхность, поэтому ребяткам приходится иногда бежать, оступаться и падать, а мне их ловить. Но самая главная проблема жильцов – это отсутствие отмостки у нового дома. Она разрушилась после того, как осел наспех уложенный грунт. Поэтому вся дождевая вода сливается прямо в подвал дома. Ничего нет, ни дренажа, ничего нет.
Слуховых окон нету, чтобы проветривать. К чему вот это все приведет? Грибки в квартиру идут. Тут сырость. Слесарь Виктор говорит, что воды в подвале бывает по колено. Откачивают ее по 2 раза в неделю. А если неделя выдается дождливой, то можно не выходить из подвала сутками. Местные жители не исключают, что в подвал поступают еще и грунтовые воды. Как говорят жители соципотечных домов на Станционной, их многоэтажки были построены на месте болота. Сомневаться в этих словах не приходится. К примеру, дождевая вода вот по этой ложбинке стекает в соседний лесок, и по состоянию деревьев, а большинство из них гнилые, можно сказать, что действительно это место достаточно топкое. Дом на Станционной 8 возводила строительная компания «Актаж». Благоустройство территории было поручено Высокогорскому главинвестпроектстрою. Но, судя по переписке, что ведут 2 фирмы между собой, договор так и не был подписан. Хотя перед Госжилфондом застройщик отчитался. Все работы будут завершены до конца августа. Почему за аварийщиков не вступился Госжилфонд, ответа мы так и не дождались. А между тем слесарь управляющей компании продолжает нести вахту около проблемного дома, каждый день откачивая из подвала сотни кубометров воды. Елена Горбунчик, Андрей Ключников, 7 дней.